Вы смотрите «Вести Тимана Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. Глава республики Сергей Гапликов объявил 2019 год в Коми годом наставничества. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Народный бюджет. В Сосногорском районе продолжаются обсуждения народных инициатив, которые будут реализованы в 2020 году. Весенние ритмы. Сосногорские вокалистки стали лауреатами престижного республиканского конкурса. Спортивные выходные. В субботу и воскресенье Сосногорск станет центром притяжения спортсменов. Официальный старт новому тематическому году в регионе дан 21 марта на совместном заседании правительства Коми и Совета при главе республики по стратегическому развитию. Напомним, днем ранее с таким предложением к Сергею Гапликову обратилась волонтер из Сыктывкара, участник всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества» Алена Шувар. В прошлом году у нас год был объявлен годом добровольцев, и мы все чествовали целый год волонтеров. Было очень много проведено мероприятий, форумов, и мне кажется, что было бы неплохо объявить Республике Коми год наставника. Всегда ориентируемся в первую очередь на то, какой год объявлен в стране, и стараемся все-таки дополнительный аспект всегда выделять, исключительно объявляя годом в регионе. Подумаем, в правительстве обсудим, и это предложение действительно такое важное, ценное, и то, что мы сегодня обсуждали, мы видим, как оно востребовано. В рамках рабочей встречи, которая прошла 20 марта, главе рассказали об итогах прошедших в этом году в Сыктывкаре соревнований профессионального мастерства и первого республиканского форума «Наставник». Представили лучшие практики наставничества. А уже на следующий день инициативу объявить этот год годом наставничества обсудили на уровне правительства. Предложили такую идею, которую, я думаю, что нужно поддержать. Они предлагают этот год, 19-й, объявить годом наставничества. И объяснили эту свою мысль и предложение тем, что, знаете, как и культура, наставничество, оно фактически сопровождает человека всю его жизнь. Поэтому, если вы не возражаете, то я думаю, что нам желательно принять это предложение. Оно действительно сегодня в унисон тем вопросам, которые рассматриваются и на федеральном уровне, и какое особое внимание сегодня уделено этой теме, и объявить год 19-й годом наставничества в Республике Коми. Глава поручил региональному правительству подготовить план основных мероприятий года наставничества. В нем должны быть учтены мнения экспертного сообщества, общественных объединений, молодых профессионалов и представителей старшего поколения. На этой неделе в Сосногорском районе стартовала кампания по обсуждению народных проектов. Во вторник общественность обсудила проекты в сфере образования, а на днях в стенах ДК «Горизонт» были представлены проекты от культуры. Какие из них получили одобрение, узнала Елена Двожик. Волнуют ли жителей Сосногорска вопросы развития культуры? Как выяснилось, да, волнуют. В этот вечер в «Горизонт» пришли не только работники отрасли и участники художественной самодеятельности, но и представители общественных организаций и просто граждане, которые пользуются услугами учреждений культуры. На их суд было представлено 7 проектов. Они касались как развития творческого направления, так и укрепления материально-технической базы. Директор межпоселенческого культурного центра Наталья Циммерман представила сразу 2 проекта. Цель первого – пошив и приобретение сценических костюмов для хореографических коллективов района. Их сегодня насчитывается более 2 десятков, и занимается в них около 300 детей и подростков. Во время постановки танцев должно быть учтено все. Особенно, если танец будет участвовать в каком-то фестивале или конкурсе. И чтобы танец получился гармоничным, необходимо не только правильно подобрать музыку, отрепетировать движение, но и выбрать эффектный сценический костюм. Ведь изначально будут встречать по одежке. В 2020 году наша страна будет праздновать 75 лет Великой Победы, а Сосногорск – свое 65-летие. В связи с юбилейными датами в районе планируется проведение большого количества ярких и интересных мероприятий. Реализовав этот проект, мы способствуем сохранению культурного наследия нашей республики. Данный проект повысит имидж культурно-досуговых учреждений, даст возможность выглядеть эстетически привлекательно на праздничных и конкурсных выступлениях, увеличит количество концертов, разнообразит репертуар танцевальных коллективов и станет ярким, творческим и красочным событием для всего района.
Следующий проект направлен на выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности досуговых центров поселков Вайвош и Ирайоль. Так как эти учреждения являются местом проведения культурного досуга жителей поселков и объектами повышенной опасности в связи с массовым присутствием людей, большая часть которых дети, на ограниченной территории, нужно выполнить мероприятия по созданию и поддержанию необходимого уровня защищенности данных объектов, установить систему видеонаблюдения. Еще один проект, на котором мы остановимся сегодня, представила районная библиотека имени Якова Рочева. Он заключается в установке памятного знака в честь нашего знаменитого земляка, писателя, чье имя носит библиотека. Библиотека чтит память об известном земляке. В стенах библиотеки ежегодно проходят литературные встречи, конференции, посвященные творчеству Якова Митрофановича. Горожане знают своего известного земляка, и памятный знак станет доказательством уважения и благодарности писателю от потомков. У каждого города свое лицо, своя история. И наш город, считает Марина Владимировна, достоин того, чтобы быть узнаваемым и иметь свой неповторимый облик, благодаря в том числе и таким памятным местам. На встрече были также представлены проекты Сосногорской детской школы искусств и городского музея. Заявлен и проект, которого долго ждали национально-культурной автономии муниципалитета. О них подробнее мы расскажем в следующий раз. Отметим лишь, что все проекты, представленные в сфере культуры, получили поддержку общественности. Правильное решение. Я принимаю активное участие в них, я поддерживаю. И это участвуют все жители. И не будет потом каких-то кулуарных разговоров, что вот там решается только там каким-то кругом людей. Это обсуждает весь город. То, что надо нашему городу. Люди принимают активное участие. Сегодня очень плодотворно, хорошо поработали. Мне очень понравилось. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В ближайший вторник, 26 марта, состоится очередной выездной прием главы Сосногорского района Сергея Дегтяренко. На этот раз озвучить как личные вопросы, так и общественные смогут жители поселков Вайвош и Верхнеижемский. В рамках встречи в обоих поселках пройдут обсуждения проектов в народный бюджет, которые будут реализованы в следующем году. Помимо этого, работники дополнительного образования, культуры и физкультуры Сосногорска подготовят для местных жителей расширенную программу. Так, для школьников Верхнеижемского проведут мастер-классы, а для всех желающих с концертной программой выступит ансамбль казачьей песни и другие солисты. Мероприятие пройдет в досуговом центре, а в поселке Вайвош всех ждут в Центре детского творчества. Здесь также пройдет прием по личным вопросам и будет оказана бесплатная юридическая консультация. Любой может посетить мастер-классы, выполнить нормы комплекса ГТО, а также посмотреть концерт воспитанников Центра детского творчества. В конце рабочей поездки пройдет обсуждение предложений в программу «Народный бюджет» на 2020 год. Новым поводом для гордости за таланты нашего города стали две сестры – Анна Бибякина и Софья Справцева. Девушки участвовали в 9-м республиканском вокальном конкурсе творчества «Весенние ритмы» и вернулись оттуда не с пустыми руками. Расскажем о том, какие призы из столицы Коми привезли в Сосногорск певицы. Конкурс «Весенние ритмы» всегда яркое и незабываемое событие. Раз в 2 года он открывает свои двери для талантливых мальчишек и девчонок со всей нашей необъятной республики. Для многих молодых участников это возможность не только заявить о себе, но это еще и прекрасный стимул для дальнейшего профессионального роста. А представить наш Сосногорск на престижном конкурсе выпал шанс Анне Бибякиной и Софье Справцевой. 2 талантливые сестры, одной из которых только 10 лет. Но она уже является примером для многих. Участвовала в эстрадной народной номинации, получила 2 место и в той номинации, и в той. Мне понравилось, принимали тепло, жюри я тоже понравилась. Дипломом лауреата 2-й степени награждается Анна Бибякина, руководитель Наталья Татская, город Сосногорск. Старшей Софье 17 лет, занимается пением с детского сада. Сегодня девушка готовится к завершению учебы в школе и к дальнейшему поступлению в вуз. Поэтому награда, которой она была удостоена на данном конкурсе, пришлась ей весьма кстати. Я получила сертификат на внеконкурсное зачисление на образовательную программу эстрадно-джазового пения Института современного искусства города Москва. Собираешься вообще воспользоваться таким шансом?
Да, это было одно из 5 мест, куда я хотела пробовать поступать летом, а теперь уже вот поступила, практически получается, но все равно буду пробовать другие 4 места. Впечатления от такой награды, как поделилась сама Софья, были очень радостные. В этот момент девушка поняла, что все бессонные ночи и кропотливые подготовки к выступлению прошли не зря. А за кулисами девочек всегда ждет самый главный зритель – их мама. Трепетное волнение и большая гордость – наверное, это самые главные эмоции, которые испытывает Ольга Справцева на каждом их выступлении. Я очень рада результатам нашего труда, но больше всех мне приятна награда в номинации народного пения у Анюты, у младшенькой, 2 место. От преподавателя, профессора кафедры сольного народного пения Московского государственного института культуры Татьяны Савановой, заслуженной артистки России. Она была в этом году председателем жюри, и вот от нее именно получила Анюта 2 место в номинации «Народное пение». Очень хочется мне, чтобы в репертуаре моих детей обязательно были песни народные, русские народные, стилизованные под русские народные, несмотря на то, какими бы направлениями музыкальными дети не интересовались. А на вопрос, как же все-таки маме удалось воспитать сразу 2 талантливых детей, Ольга нескромно отвечает. Просто живу их жизнью, поэтому в первую очередь и интересами их. Никогда не заставляю чем-то заниматься. Если они идут в музыкальную школу, то это их решение. Занимаются пением, тоже это их решение. Я только помогаю. Сейчас Анна и Софья вернулись в привычное для них русло жизни. Полным ходом подготовка к новым концертам с любимыми преподавателями по вокалу Натальей Тацкой и Николаем Дубровиным, которые уж точно не дадут заскучать талантливым девушкам. Ведь их появление на сцене ждет наш сосногорский зритель, чтобы в очередной раз насладиться красивыми голосами певиц. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорском районе стартуют мероприятия, посвященные Году театра. Напомним, тематический год в нашей стране объявлен президентом России. 27 марта в рамках открытия в Сосногорске состоится шоу-программа «Театра Мир откроет нам свои кулисы». Мероприятие пройдет в 17:00 в «Горизонте». Коллективы представят сценки, этюды, театрализованные зарисовки, танцевально-поэтические композиции. В шоу-программе примут участие театральные коллективы учебных заведений города. Свои постановки представят ученики кадетской школы и гимназии, коллективы художественной самодеятельности города, театральные студии города Сосногорска и его района, воспитанники детской школы искусств. Будут представлены видеопрезентации театральных объединений из Войвожа, Нижнего Одесса и поселка Ирайоль. Ближайшие выходные будут богаты на спортивные мероприятия. Здесь открытый турнир по шахматам и шашкам, соревнования по лыжным гонкам, а также баскетбол и конкур. Обо всем короткой строкой. 23 марта в Сосногорске стартует открытый турнир по шахматам и шашкам памяти Петра Стульникова и Геннадия Бекаревича. Соревнования пройдут в спорткомплексе «Метеор». В течение 2 соревновательных дней лучшие спортсмены республики будут бороться за призовые места. В первый день с 10 до половины второго дня турнир по шашкам. 24 марта с 10 часов утра до 5 вечера шахматы. В субботу и воскресенье в селе Усть-Ухта на базе КСК «Фортуна» пройдет товарищеская встреча по конному спорту. В гости для обмена опытом приедет конно-спортивный клуб «Планета Университет». В первый день пройдет рабочая тропа, на следующие соревнования по конкуру. Начало в 11 часов. В субботу в физкультурно-оздоровительном комплексе в 16 часов стартует 2-й соревновательный день турнира по баскетболу «Лига глухаря». Запланировано 4 встречи. Среди участников команды из Сосногорска, Ухты, Яриги и Нижнего Одесса. К слову, в этом году в регулярном сезоне принимает участие 1 женская команда. Она выйдет в эту субботу на паркет ФОКа. На стадионе Черемушки 23 марта пройдут открытые соревнования по лыжным гонкам памяти мастера спорта Дубачинской. Десятки лыжников в этот день покажут свое мастерство, а также поборются за призы. Начало в 11 часов.
В завершении выпуска о погоде. Не по сезону теплая погода, которая отметилась на этой неделе, по расчетам синоптиков, удержится и в третьей декаде месяца. Не станут исключением и эти выходные дни. В субботу погодные условия ожидаются спокойными, без существенных осадков. Ночью подморозит до -7 градусов, днем на солнце до +6. В воскресенье скажется влияние атлантического циклона. Повсеместно пройдут осадки в виде снега и дождя. Усилится ветер, температура в течение суток -2, +3 градуса. Пока на этом все. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и удачных выходных. Твоя республика, твоя судьба. Создавай будущее с командой Республики Коми. Гастрольный тур по России. Коллектив, который объездил весь мир, легендарный Государственный Волжский русский народный хор, представляет новую концертную программу «Понад Волгой заря занялась». Вас ждут русские песни и яркие танцы. А также Волжский хор покажет увлекательный народный спектакль для детей «Царевна-лягушка». 4 апреля. Сосногорск. ГДК «Горизонт». Касса 5 63 34.